Эти холода приносят таджикам очень много проблем, но и уносят жизни. Подписывайтесь на обновления, точно будете в курсе всего самого важного. В районе Диваштич Сагдийской области 2 члена одной семьи отравились угарным газом. Один из них скончался, другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Инцидент произошел в селе Калаидуст. Хаджи Сайдали Саидов, глава Махалинского комитета села, сообщил, что пострадавшим оказались супруги 80-летний Хаджи Саид Байон Саид Муродов и 77-летняя Нури Саид Муродова. По его словам, родителей нашел сын, который пришел их навестить. Когда Саид Аброр Саид Муродов, сын пострадавших, пришел к ним домой, его отец уже был мертв, а мать находилась в бессознательном состоянии, сообщил Саидов. Врач реанимационного отдела Центральной районной больницы Диваштича Кильдимурод Кадиров сказал, что на сегодня состояние Нури Саид Муродовой оценивается как средней тяжести. КЧС несколько раз предупреждала граждан Таджикистана о том, что приближаются холода и очень сильные, и при этом проблемы с отоплением будут повсеместно, и просили максимально обезопасить себя именно от таких ситуаций. Как вам подобное, и знаете ли вы такие же истории, которые не разглашаются? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Ее доставили в больницу утром 5 января в тяжелом бессознательном состоянии. При помощи кислорода и других вспомогательных процедур нам удалось стабилизировать ее состояние. Ее уже перевели из реанимации в палату, сказал он. При этом Кадиров отметил, что с начала года это уже второй случай отравления угарным газом. 2 января в эту больницу с симптомами отравления от дыма угля был доставлен молодой парень, житель Джамуата Вагдат этого района. Его состояние врачам тоже удалось стабилизировать. Ежегодно с приходом холодов жители села в Таджикистане отапливают свои жилища при помощи угля, и несоблюдение правил безопасности часто приводит к трагическим результатам. А КЧС еще раз предупреждает граждан и гостей Таджикистана о том, что с 10 по 14 января на территории страны прогнозируется понижение температуры до минус 15-минус 20 градусов. Агентство по гидрометеорологии Таджикистана сообщает, что похолодание на территории республики ожидается в связи с поступлением массы холодного арктического воздуха из северных европейских районов Российской Федерации и Западной Сибири. С 11 по 14 января в большинстве долино-предгорных районах республики температура воздуха ночью ожидается от 8-13 до 14-19 мороза, днем от 2-7 до 7-12 мороза. В горных районах температура в ночное время снизится от 11-16 до 19-24 мороза, а днем ожидается похолодание от 5-10 до 12-17 мороза. С прояснением погоды 14-16 января температура воздуха в высокогорных районах понизится до 32-37 градусов мороза, а в Булункуле Мургабского района Гбао столбик термометра снизится до минус 40 градусов. 10 января и в ночь на 11 января в большинстве районов республики, также на перевалах, прогнозируются сильные осадки в виде снега. Видимость на автодорогах составит менее 50 метров. На горных магистралях образуются снежные заносы и гололедица. В отдельных районах Сагдийской и Хатлонской областей, также в районах республиканского подчинения прогнозируется шквалистый ветер силой до 22 метров в секунду. С 10 по 12 января синоптики прогнозируют сход снежных лавин на южных и северных склонах Гисарского хребта, в горных районах республиканского подчинения и местами на западе Гбао. В этой связи Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан с целью предотвращения несчастных случаев повторно напоминает гражданам и гостям страны о необходимости соблюдения правил безопасности при пеших прогулках, одеваться и обуваться по сезону. Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, тщательно планировать поездки через перевалы и горные дороги, отремонтировать дымоход печи, очищать дымоход печи не реже, чем раз в 2 месяца. Напротив дверцы печи прибить топочный металлический лист. Как вам такая ситуация в Таджикистане? Успели ли вы ее уже на себе ощутить? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.